Это великий день. Сегодня у вас тот праздник, который привел вас к тому, что вы выражаете все то, что нужно выражать во благо страны, во благо народа, во благо будущего. Сегодня уходит ваше старое правительство, приходит новое правительство. Хотелось бы, чтобы в числе нового правительства пришли те люди, которые станут во главе народа и у руля республики, достойные своих предков и не считавшие Олонхо и другие эпосы архаическим явлением, а тем явлением, которое приведет к грядущему, светлому будущему. Я, как моносовет, как эпосовет, а в первую очередь как сказитель эпоса Манас, изучая биографию Оюнского, изучая его труды, сравниваю с нашим выдающимся также человеком, с Касымом Тыныстановым, который также был репрессирован и был расстрелян публично в 1938 году, 7 ноября. И это один к одному люди. Только Оюнский в Якутии, Тыныстанов в Кыргызстане. Это просветитель, это первый профессор, красный профессор, это лингвист, это писатель, это поэт, это ученый, это историк. И в то же время человек, который оставил свою версию сказания эпос Джанов Мурза. И я сейчас пожалел, что можно было бы сделать вот такой сравнительный анализ Оюнского и Касыма Тыныстанова. Они почти однолетки. Вот. И Оюнский, и Тыныстанов. Благодаря Тыныстанову мы имеем сегодняшнюю кыргызскую грамматику кыргызского языка, алфавит, который составлен был и так далее, синтаксис, морфология, фонетика. Я хочу остановиться на той проблеме, которая у нас существует сегодня. Ну, конечно, имеются и лучшие стороны в отношении моносоветения в системе образования. Вообще трудно дать научное определение моносоветнию, и тем более трудно претендовать на ее точность. Однако, учитывая имеющийся по данному предмету научный арсенал прошлого и признавая ее значение, мы считаем, что моносоветение – это научное направление, изучающее особенности эпоса Манас, который в художественно-эмоциональном виде отражает историю кыргызов. Это дисциплина, изучающая возникновение и принципы развития эпоса Манас, которая выявляет своеобразие эпоса, анализирует творческий путь сказителей. И самой основной ее функцией является то, что это научное направление определяет значение и роль эпоса и его ценности в жизни общества. Я не буду говорить, кто стоял у истоков моносоветения, в становлении, кто принял участие в зарождении моносоветения как научного направления. Я лишь хочу сказать, что моносоветение должно и также в целом эпосоведение должно не ограничиваться тем, что имеет. И лишь при стыке с другими научными отраслями возможности и эпосоведения, и моносоведения
будут очень велики. Имея связи с такими отраслями наук, как медицина, физика, математика, химия, астрономия, биология, зоология, социально-гуманитарными дисциплинами, как этнология, этнография, антропология и так далее, социология, философия, политология. И эпосоведение и моносоведение стало бы отвечать многим требованиям современности. Существует мнение, что моносоведение как научное направление, как учебный предмет является лишь проблемным полем фольклористики. На наш взгляд, это ошибочное мнение. Моносоведение должно синтезировать знания других дисциплин и быть междисциплинарным предметом, освещать теоретические познавательные вопросы, касающиеся основных проблем исследования эпоса Манас. Как и остальные научные направления, мы должны системно изучить предметное поле моносоведения и рассмотреть точки пересечения с другими отраслями наук. Наряду с вышеуказанными новыми предметами в систему высшего образования Кыргызской Республики был введен новый учебный курс моносоведения как общеобразовательный предмет. В первую очередь для того, чтобы на примере трилогии эпоса Манас дать высококачественные знания студентам об этническом самосознании, этнической идентичности, о межличностных и межэтнических отношениях, о разных формах конфликтных ситуаций и их решений. Обращаясь именно к эпической трилогии Манас, как к ценному историческому опыту прошлого народа, можно получить ответы на многие вопросы, ныне существующие в обществе. Поэтому в целях успешного развития не только отдельно взятого народа или государства, но и всего человечества следовало их применить на всех уровнях современной жизни. Следует отметить, что особый интерес к эпосу Манас в общественности Кыргызской Республики появился в 1995 году, когда Кыргызстан отмечал его свое тысячелетие на уровне ООН. И в 2013 году, когда трилогия эпоса Манас была включена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человеческого ЮНЕСКО от Кыргызской Республики. После празднования тысячелетия эпоса Манас в 1996 году в учебные планы некоторых вузов Кыргызской Республики был введен предмет моносоведения как курс по выбору, электив. После принятия в 2011 году закона Кыргызской Республики об эпосе Манас и указа президента Кыргызской Республики от 27 января 2012 года появилась необходимость введения обязательного учебного курса моносоведения в систему высшего и среднеспециального образования страны. Для всех специальностей и направлений в количестве 60 часов или же продолжительностью в один семестр, учебный семестр, и был введен государственный образовательный стандарт. Я желаю, конечно, чтобы этот курс, хотелось бы, чтобы этот курс не один семестр обучался, а целый учебный год, потому что возможности, объем эпоса Манас, конечно, не входят в эти рамки, не вмещаются в эти рамки, которые были установлены Министерством образования и науки Кыргызской Республики. В 2012 году уже стали издаваться и выпускаться учебные пособия, учебники по эпосу Манас в двух направлениях: для филологических факультетов и для нефилологических специальностей и направлений. На сегодняшний день мы имеем два учебника, двух авторов или двух редакций, которые действуют в вузах Кыргызстана. Конечно, многое зависит еще и от преподавателей, от их знаний, опыта, определенной подготовки. Во многих вузах страны учебные часы моносоведения распределены на межфакультетские кафедры социальных наук и практического курса кыргызского языка. Встречаются случаи, когда курс преподают не моносоведы, а литературоведы, лингвисты,
лингвисты, историки и философы, которые не учитывают ту специфику, которая обладает на самом деле моносоведение, как учебный предмет и научное направление. В этой связи в настоящее время ведутся определенные работы на базе Кыргызского государственного университета имени Арабаева. Был создан институт моносоведения в Кыргызском национальном университете имени Баласагуна и при Иссыкульском государственном университете были созданы кафедры моносоведения, где выпускают специалистов по моносоведению. Но здесь возникает другая проблема. Из-за того, что по данному предмету, то есть данный предмет не введен в средние учебные заведения и не введен в учебную программу средней общеобразовательной школы, выпускники моносоведы вузов оказываются невостребованными. И для их решения, на наш взгляд, требуется комплексный подход на уровне всей системы образования. Более того, должна быть создана специальная учебно-методическая лаборатория для создания и реализации учебной программы по обучению курса на всех уровнях сферы образования, от дошкольного до высшего образования. Учитывая то, что в основе любого эпоса народов мира лежит огромный пласт исторических событий прошлого, где заложены культурные, социальные, политические, экономические, психологические системы жизнеобеспечения народа, причины возникновения и распада этноса, которые вырабатывались столетиями, следует эффективно использовать этот потенциал именно через систему образования. И в конце хотелось бы в качестве предложения, возможно, будет возможность еще высказать это, но, пользуясь случаем, пользуясь аудиторией, хотелось бы в качестве предложения и ради нас всех во благо эпосоведения и эпосов наших народов, прежде всего народов тюрко-монголоязычных и эпосов тюрко-монголоязычных народов, сказать то мнение, что, возможно, уже пришла та пора, чтобы объединиться эпосоведом не только во время конференции, да, но и официально. И, возможно, наступил тот час, когда нужно учреждать и организовывать ассоциацию международную эпосоведов. Не имеет значения, как оно будет называться, может быть, Международная ассоциация эпосоведов стран Азии или народов Азии, может быть, тюрко-монголоязычных народов. Но подобная ассоциация нужна, потому что сейчас уже и эпосы, и эпосоведы также нуждаются в защите. И они должны сами себя, по крайней мере, защищать. Потому что и даже среди нас, здесь сидящих, есть люди, которые говорят о том, что эпос это уже прошлое, это отсталое, это архаическое. И надо идти вперед. Но как мы будем идти вперед, если мы забудем свое прошлое? Если мы не будем отдавать дань своим предкам? Как мы будем идти вперед? У кыргызов есть хорошая пословица, я сейчас могу просто дословно перевести. Если не будет доволен твой предок, который ушел из этого мира, не будет доволен и твой потомок твоим делом, которое ты совершаешь сегодня. То есть, в первую очередь, мы должны умилостивить своих предков. Просто как человек, как сын своего народа, как продолжатель своих предков. Потому что сегодня мы уходим, завтра наши потомки будут обращаться так, как мы обращались к своим предкам.
И в связи с этим я хочу еще одно мнение, один еще важный момент внести в качестве предложения. Руслан молодой специалист примет во внимание. Это нужно делать вместе. Я подчеркиваю, вместе, не только Республика Саха-Якутия и не только Кыргызстан. Здесь должны участвовать все наши страны и народы. Монголия, все республики субъекты Российской Федерации, может быть и Китай, Казахстан. Возможно, опять-таки пришла пора, что нужно тоже создать какую-то лигу, может быть, сказителей наших народов, международный, может быть, союз, может быть, еще как Курултай, да? Но так, это слово Курултай мы уже, потому что, почему это нужно, почему это важно? Сказители, они у нас есть в Кыргызстане, и у нас они настоящие, традиционные сказители. Это не инкубаторские, а те сказители, которые были у нас и в прошлом. То есть они пришли именно традиционным путем. Через сновидение, через видение, через болезнь сказительскую. Вот. И мы боимся того, что следом за ними придут и искусственные сказители. И, может быть, исполнители. И это уже будет плохо для традиционной сказительской школы, традиционного сказительского искусства. И поэтому другой вопрос возникает. Я об этом говорил и в Монголии на днях на конференции, что каждый народ и каждое государство должно, и то есть оно имеет и имели политических лидеров. Но какой политический лидер совершенен, если не будет подмога от духовности? И у нас, у кыргызов и у многих других народов, всегда в синтезе во главе народа были и политический лидер, и духовный лидер. То есть в отсутствии лишь одного не будет совершенен будущее народа и страны. Бывало и так, что эти народы, то есть эти две личности были в одном человеке, два качества. И духовное, и материальное, то есть политическое начало. Это редкость, конечно. Но у наших народов они были в одном лице, были разными личностями, но они были. И у многих народов духовными лидерами, духовными личностями и совестью, честью народа были сказители. Именно сказители, не шаманы, не ламы, не муллы, не монахи, а именно сказители. Именно сказители являются честью народа и лицом народа. Поэтому я опять-таки вношу свое предложение в будущем. Это не сегодня, завтра, может быть, в будущем. Нужно создавать такую организацию. И это не в Кыргызстане, и не в Якутии. Пусть это будет таким вот международным. Я не буду тянуть одеяло на себя, как представитель Кыргызстана. Я это говорю для всех нас. Это нужно. Это нужно. Сегодня, может быть, мы не осознаем всю реальность проблемы. Я просто не досказываю некоторые вещи. Публика. Но есть другие и политические вещи, о которых мы должны иметь в виду в будущем. Спасибо за внимание.